Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране и не только. Сегодня в выпуске. Мы должны быть едины. Аслан Джаня о ситуации вокруг республики на 14-м съезде Амцахара. Маршрут построен. В начале апреля будет произведен тестовый запуск электропоезда «Ласточка». Расширение взаимодействия. Встреча Сергея Шамбы и Рашида Нургалиева в преддверии подписания плана о сотрудничестве. Узнать количество. Спустя 5 лет в республике проходит перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. В Сухуме прошел 14-й съезд политической партии Амцахара. В работе съезда приняли участие президент Аслан Джаня, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, представители городских и районных администраций, депутаты и члены правительства. На съезде обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней повестки. С основным докладом, посвященным социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, выступил председатель партии, герой Абхазии Лёсик Цугба. Касаясь ситуации в мире, докладчик отметил, что процессы, происходящие в регионе и в мире в целом, напрямую связаны с безопасностью Абхазии. Цугба обратил внимание на ситуацию в соседней Грузии. Возможно, попытка открытия так называемого второго фронта против России, отметил он. Абхазия является одним из флангов этого второго фронта. И главная задача заключается в том, чтобы этого не произошло. По мнению докладчика, для этого как никогда нужно единство. Цугба особо подчеркнул, что партия Амцахара поддерживает руководство Абхазии в деле укрепления обороноспособности и взаимодействия с Россией по всем направлениям. На съезде с докладами также выступили руководители районных отделений партии. С сообщением о ситуации вокруг республики к делегатам съезда и народу Абхазии обратился президент Аслан Джаня. В своем выступлении глава государства характеризовал ситуацию вокруг Абхазии как сложную. Амчхак дуна хайбабана Ахмед Савиште. Яха ари съезд меписванаца эуэпшим стара курила Савит эуэпшим а проблема почтырхит. Один сефтозер стара затрык яточно язгвастерстахан. Грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть второй фронт. Как известно, действующая грузинская власть против этого. Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника, прошу вдуматься в это, выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и Соединенные Штаты. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и, как я уже говорил выше, открыть второй фронт. В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемирное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Нам необходимо в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон в наших межгосударственных отношениях. И они вам хорошо известны. Рнасқах напену ареусача атсак раджгая ахан имухозец. Я ахсошицважги харасхуцвейт. Ирадзане и шаноп аус шахва. Расширенный репортаж со съезда политической партии Амцахара смотрите в нашей программе сегодня.
Аслан Бжаня принял Роберта Аршпа в связи с истечением срока его полномочий в должности председателя контрольной палаты. Роберт Аршпа проработал в этой должности 10 лет с момента назначения 2013 года. Глава государства поблагодарил за добросовестную и ответственную работу, отметив, что его опыт, знания и профессионализм обязательно будут востребованы государством. Аслан Бжаня также принял чемпиона России по боксу во втором среднем весе Батала Чежия и поздравил его с завоеванием почетного титула. Абхазский спортсмен в рамках вечера профессионального бокса, который прошел 13 марта в Москве, одержал победу над мастером спорта России, чемпионом Северокавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурадом Далхаевым. Для нашего спортсмена эта победа стала 12-й в карьере. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала про бокс. На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. أبيخات الروموب الترينر بزير دوموب حوايفلر الرجولراش توخيد حرج حالشوا خشوا حرخزم وبريا أنبي خاء عمد ويتج وكلن ويعرف تتقلص عشا عن سويتات يودسنا حلود большой молодец, мы тобой гордимся. Удар слева же был, да, последний? Такой хлесткий, ясный, понятный и конкретный. Со своей стороны мы хотели бы вам сказать большое спасибо. Любой человек, понимающий спорт, знает, что без поддержки, без помощи результата добиться невозможно. Вы нам оказали помощь, мы смогли пройти соответствующую подготовку, подойти к бою в лучшей форме. Если бы не ваше участие, не ваша помощь, то ни победы, ни боя не было бы. К другим новостям. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба встретился с первым заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым, сообщает пресс-служба посольства республики в Москве. Обсуждались актуальные вопросы международной и национальной безопасности, а также перспективы расширения абхазо-российского взаимодействия. Встреча прошла в преддверии запланированного подписания плана сотрудничества между аппаратами Совбезов на 2023-2024 годы. Сергей Шамба и Рашид Нургалиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества между ведомствами. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псхогуместинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Рабочую группу возглавляет руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия. Курсирование электропоезда «Ласточка», организация контейнерных перевозок и много других хороших новостей у руководства АЖД. В Абхазской железной дороге прошла пресс-конференция по итогам переговоров с российскими коллегами, которые состоялись в рамках рабочей поездки в Москву на прошлой неделе. Все детали у Рады Чачава. Главной новостью прошедшего брифинга стал запуск «Ласточки» – скоростного электропоезда, созданного для российских железных дорог в 2014 году. Особенность «Ласточки» – ее скорость. Она может достигать 160 км в час. Предварительный график имеется. Значит, если интересно, можете посмотреть. Если все сложится как нужно, значит, я думаю, что данный график сохранится. Оно удобно. Это на первом этапе. Но в дальнейшем этот график может измениться, может добавиться еще второй. Ну, я говорил, что здесь 5-вагонный состав. Вторым этапом может пойти 10-вагонный по необходимости. Тестовый рейс от Сочи до ЖД-станции в Гагре планируется запустить в начале апреля. Именно он поможет определить готовность АЖД принимать электропоезда. Для нас тоже это новое, но объем увеличивается составов, да, пассажирских, грузовых. И тут вот электропоезда. Поэтому
Нам тоже к этому надо подготовиться, инфраструктуру надо подготовить. Леонид Куру отметил, что в дальнейшем при удачной эксплуатации состава количество маршрутов планируется увеличить. В перспективе при решении инфраструктурных вопросов курсирование поезда возможно и в восточную часть Абхазии. Также помощник генерального директора Абхазской железной дороги Актай Хазириши рассказал, что в Абхазию впервые за последние 30 лет начнут на регулярной основе ходить контейнерные поезда. Контейнерный поезд – это, значит, такой линейный логистический сервис. Это грузовой поезд, который идет в графике от станции отправления до станции назначения. То есть скорость его по прохождению дистанции суточная где-то в районе 800-1000 километров. По словам Актая Хазириши, контейнерные поезда будут крайне удобны для компаний, которые пользуются услугами железных дорог. Это и скорость доставки, и стоимость перевозки грузов по нашим расчетам где-то на 25-30% меньше. И контейнер – это универсальное средство, его можно использовать и для хранения, то есть он снимается с платформы железнодорожной, его можно перемещать, доставлять груз до двери, обеспечивается сохранность груза. Необходимость налаживания контейнерных перевозок появилась в связи с увеличением объема грузов. Актай Хазириши отметил, что данный процесс многосегментен, так как контейнерные поезда подразумевают переработку и проведение иных сложных операций. Для реализации этих функций необходимо сотрудничество с частной компанией, которая уже выбрана. Она взяла на себя обязательства по строительству контейнерного терминала в Очимчире и его обеспечению необходимой механизацией. Без политической поддержки реализовать данный проект было бы невозможно, также заметил Хазириши и выразил благодарность главе республики Аслану Бжане. Рада Чачава, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба поздравил своего коллегу, министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Убежден, что внешнеполитические ведомства наших стран и впредь продолжат координацию усилий по вопросам абхазо-российской повестки на благо наших народов, говорится в поздравлении. Инал Арзанба пожелал Сергею Лаврову неисчерпаемых сил реализации намеченных планов и благополучия. По распоряжению Кабинета министров с 1 марта по 31 мая в республике проходит перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Почему принято такое распоряжение, как пройти перерегистрацию и что будет, если пенсионер вовремя ее не пройдет? Все ответы в материале Алики Трапш. В течение 3 месяцев в республике проходит перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Более 14 700 человек уже прошли перерегистрацию. Это почти 30% от общего количества пенсионеров. На 1 марта общее количество пенсионеров в Абхазии составляло 49 578 человек. Основная цель перерегистрации – уточнение количества граждан, состоящих на учете в отделах соцобеспечения. В соответствии с нашим распоряжением перерегистрацию проходит, хочу уточнить, лица, являющиеся получателями пенсии в соответствии с законодательством Республики Абхазия, то есть абхазских пенсий. Только абхазских пенсий касается данная перерегистрация. Мы выявляем случаи, когда в случае смерти пенсионера не зарегистрировали факт смерти пенсионера. Это у нас в Республике Абхазия большая проблема, как вы знаете, но при этом органы соцобеспечения продолжают начислять и перечислять пенсии на счет пенсионера. Бывают случаи незаконного снятия этих средств. Кроме того, мы выявляем случаи, когда гражданин на постоянной основе выехал с территории Абхазии или утратил гражданство, ну и другие случаи, которые не дают права на выплаты пенсии и иных выплат в соответствии с законодательством Республики Абхазия. На сегодняшний день наблюдается хорошая явка на перерегистрацию в Гудаутском
Галском районе – более 47%, в Ощемчирском – около 30%. Низкие показатели в Галском районе. Там пока что 12,5% от общего числа зарегистрированных пенсионеров прошли перерегистрацию. В городе Сухум на учете более 11 тысяч пенсионеров. Перерегистрацию прошли почти 3000 человек. Те пенсионеры, которые не могут прийти для того, чтобы пройти регистрацию в городе Сухум, у нас есть соцработники, которые выезжают по месту жительства. То есть это инвалиды, люди, которые болеют, пожилые, да, которые не могут прийти. Они проверяют факт нахождения в живых, берут документы, делают ксерокопии и проводят уже регистрацию сами на месте. Также хотелось добавить, чтобы наши граждане, которые живут именно в городе Сухум, получают и городские выплаты. То есть это те граждане, которые не просто здесь живут, а имеют прописку, где оба родителя прописаны в городе Сухум на основании решения городского собрания и на основании распоряжения главы города Беслана Федоровича Эшба. С 1 января 2023 года было повышение городского пособия на 50%. Если пенсионер не пройдет перерегистрацию в указанные сроки, начисление пенсии будет приостановлено. Но это не означает, что перерегистрация будет приостановлена. Перерегистрация будет продолжаться. И в случае явки пенсионеров в течение 6 последующих месяцев, то есть до конца ноября месяца, выплата будет осуществлена со дня приостановки, то есть с 1 июня. В случае, если пенсионер пройдет перерегистрацию после ноября месяца, то есть с 1 декабря, то выплата будет осуществлена со дня подачи заявления, личного заявления, то есть со дня прохождения перерегистрации. То есть в этом случае пенсионер потеряет за весь предыдущий период с 1 июня. Чтобы не было этого, еще раз прошу всех явиться своевременно и пройти перерегистрацию в отделах социального обеспечения, где состоят на учете. Перерегистрация проходит во всех отделах социального обеспечения при личной явке пенсионера. В случае, если он не в состоянии прийти лично, то родственники могут подать заявление. И тогда сотрудники отдела соцобеспечения проведут перерегистрацию на дому. Перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию, проходит с 1 марта по 31 мая. Алька Трапш, Тимур Лугохия, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Тхуарчалского районного суда. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда с 22 марта по 5 апреля включительно. В культурно-деловом центре «Дом Москвы» прошла церемония вручения памятных медалей, учрежденных Центральным комитетом Коммунистической партии. Мероприятие приурочено к столетию со дня образования СССР, а также 102-й годовщине советизации Абхазии. Смотрите репортаж Эсма Гуланзе. В декабре исполнилось 100 лет со дня образования СССР. В марте традиционно отмечается День советизации Абхазии. Мероприятие в Доме Москвы объединило обе эти даты. На церемонию вручения наград были приглашены бывшие партийные и комсомольские руководители, внесшие вклад в развитие советской государственности. Весьма символично, что это мероприятие проходит в стенах Дома Москвы, так как Москва являлась столицей Советского Союза, центром притяжения и объединения народов, проживавших на территории СССР. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши заслуги перед советским государством, его многонациональным народом и, прежде всего, перед Абхазской автономной Советской Социалистической Республикой. Без сомнений, ваш вклад, ваши заслуги являются достойным примером для молодого поколения, и, безусловно, молодежи Абхазии есть на кого равняться. Выступавшие отмечали важность сохранения исторической памяти и передачи советского опыта молодым поколениям. В годы советской власти были заложены основы государственности Абхазии, развития ее национальной культуры и абхазского языка. Долгие годы мы шли одним путем с русским народом и другими братскими народами Союза СССР. В тяжелой кровопролитной борьбе был сломан хребет германскому фашизму. В послевоенные годы был создан мощнейший оборонительный потенциал. Советский человек первым полетел в космос. Советский человек уверенно смотрел в будущее. Множество талантливых людей из народа получило высшее образование. К достижениям советской страны был непосредственно причастен и абхазский народ. Советская инфраструктура, многое из того, что было создано в те годы, непосредственно служит нам и в наши дни.
Приветственное слово от лидера КПРФ Геннадия Зюганова зачитал первый заместитель председателя Компартии Абхазии Астамур Матуа. Мы всегда готовы представить братское плечо нашим товарищам из Коммунистической партии Республики Абхазия. Народы России и Абхазии – верные союзники. Наши страны – стратегические партнеры. Россия оказывает существенную финансовую помощь Абхазии, и абхазские воины активно участвуют в специальной военной операции на Украине. Контакты по линии коммунистических партий стали хорошей традицией. Прошлое можно оценивать по-разному, однако у истории не бывает однозначно хороших или плохих времен. И в Советском Союзе разные были моменты, которые когда-то воспринимались по-своему, сейчас другой взгляд на них. Страна жила трудом, вся страна жила ради великой цели. И в какой-то момент что-то пошло не так. Благодаря, конечно, в первую очередь усилиям Запада. Но я хочу подчеркнуть, что мы собрались сегодня, чтобы наградить людей, которые свой интеллектуальный потенциал, свой управленческий потенциал, свою жизнь, свое время вкладывали в эту страну, в ее процветание, в ее развитие. И это ее развитие и процветание, и те основы государственности, о которых мы говорим сегодня, были заложены благодаря тому, что мы были едины. В конце мероприятия бывшим советским руководителям были вручены памятные медали, учрежденные ЦК КПРФ. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Несмотря на то, что добрая половина марта позади, погода нас теплом, увы, не балует. Но есть хорошая новость, которая предвещает скорый приход тепла и весны во всей красе. С первыми мартовскими оттепелями из спячки вышли бурые медведи. В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки. Отмечается, что медведи еще достаточно сонные, и пока будут проводить на свежем воздухе малую часть дня. К обеду они ложатся подремать. И в продолжении темы о погоде на завтра. По сообщению гидрометцентра, в среду, 22 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.